Мы рады приветствовать вас на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И сегодня у нас пятница долгожданная. В студии сегодня работаем мы, Вероника Тамтосова. Руслан Ачиров. У нас всего много интересного. Сегодня поговорим о новостях из мира животных. Конечно, расскажем, какой сегодня знаменательный день. Ну, помимо того, что сегодня пятница. Пожелаем вам массу всего хорошего. Ну и кто у нас в гостях? Ну и, конечно же, сегодня, друзья, у нас будет такая тоже историческая нотка. Наша будет постоянная рубрика «Музейный гид». А также с одним из гостей нашей студии, практически в завершении нашей программы, мы поговорим о знаменательной дате, которая наступит буквально завтра, 27 января. Это памятный день, когда вся страна вспоминает о снятии фашистской блокады Ленинграда. И мы поговорим на эту тему также. Напоминаем, что новости вы можете присылать к нам, а для этого нужно на электронный адрес написать, какие у вас интересные, знаменательные события произошли. Самые интересные мы поделимся со всей республикой. Также в виде QR-код. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Также там всегда очень много позитивных, утренних, хороших новостей. А новости, как говорится, кто владеет информацией, владеет миром. Да, ну а мы также желаем вам приятного аппетита. Как видите, мы с Вероникой тоже готовим здесь завтрак вместе с вами. Ну, в пятницу мы просто физически не успели, видимо, позавтракать оба. Мне тут выдали нож, сказали, вот тебе банан, приступай. У нас тут панкейки, черная смородина, да, я смотрю. В общем, все самое относительно полезное и более-менее вкусное. Да, и, кстати, хотелось бы также отметить, что сегодня в нашем выпуске также будет рубрика «Полезный завтрак», где вы тоже узнаете кое-что интересное. Да, кстати, хочется поделиться тем, что одно из предложений, как рано вставать, это о том, что нужно настраивать на себя то, что тебя ждет нечто чудесное за завтраком. То есть вот именно красивое, яркое, это тоже способствует пробуждению, желанию просыпаться и в красивой обстановке позавтракать. Еще один совет дают специалисты, это брать в качестве примера какого-нибудь знаменитого, успешного человека. Так, генеральный директор компании Disney встает в 4:30 утра. Как он поясняет, он пьет кофе, занимается спортом, читает последние новости и строит планы на будущий день. То есть ему как раз с 4:30, видимо, до 9 хватает практически полрабочего дня. Да, здорово. Ну, я думаю, что вы сегодня без проблем проснулись, потому что все-таки пятница, завершающий день недели, все должно пройти очень бодро и, конечно же, на позитивной ноте. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. Да, начинаем собираться потихоньку на работу. На западе и в центре и на юге республики небольшой местами ожидается умеренный снег. На западе порывистый ветер до 8-13 метров в секунду. В арктических районах местами до 15-20 метров в секунду. Поземки, метели. Температура воздуха минус 24, минус 29. На северо-востоке, северо-западе минус 33-38. В Миконе 41-46 ниже 0. На юго-западе 20-25 градусов мороза. На юге 11-13, ниже 0, конечно. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 32 градуса мороза, давление 764 миллиметра ртутного столба, штиль. Температура воздуха днем минус 35, ветер северный 1 метр в секунду. К вечеру ожидается небольшой снег, ветер переменный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 25, минус 27 градусов. Также хотелось бы отметить, что сегодня по народному календарю, по народным приметам, день называется День Еремы. И проводить его нужно в спокойной обстановке, за несложной работой. Ну и, конечно же, я думаю, что это хороший такой, повод полениться и сказать, что да, сегодня сегодня День пятница. Еремы, дорогие, получается, руководители. Поэтому я сегодня, не напрягаясь, в спокойной обстановке хочу доработать рабочую неделю. Так что, если у вас есть повод отдохнуть или вы хотите обосновать, почему сегодня вы немножечко поленитесь, то это тоже отличная информация для вас. Ну а прямо сейчас последние новости. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Коронавирус исчерпал свой пандемический потенциал, однако новые штаммы вируса еще могут появиться. Такое мнение высказал эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он отметил, что за годы пандемии, вплоть до объявления ее отмены Всемирной организацией здравоохранения, коронавирус, мутируя, действительно вызвал несколько серьезных волн заболеваемости. Новые штаммы могут появиться, вирус постоянно мутирует, но данный коронавирус по всем признакам свой пандемический потенциал исчерпал, пояснил Онищенко.
Рыбаки России в 2023 году выловили почти 2 миллиона тонн минтая, что стало рекордным показателем за последние 25 лет. Значимым трендом года стало повышение эффективности работы добывающего флота. Крупнотоннажные суда, как и российской, так и иностранной постройки, показали более высокие результаты. Около 12% улова было переработано на береговых заводах, остальное в море. В 2023 году около 32% улова минтая было переработано в продукцию глубокой переработки. Производство филе при этом снизилось на 24%. Частично компенсировать провал рыбаки смогли прибавкой по суриме. Выпуск вырос в 2,5 раза. Мероприятия Дня Дальнего Востока и Арктики прошли на международной выставке форуме России. Одним из ярких событий мероприятия стало проведение презентации достижений дальневосточных и арктических регионов. Дальний Восток создавался подвигами россиян. Над развитием Дальнего Востока работают миллионы людей. И каждый на своем рабочем месте, приводятся слова Юрия Трутнева. Как отметил глава Якутии Айсан Николаев, за 10 лет валовый региональный продукт увеличился в 4 раза и достиг 2 триллионов рублей. Создан совершенно новый сектор экономики – нефтегазовый комплекс. Якутия в числе лидеров России по добыче алмаза, золота, угля, нефти и газа. Еще 33 общественных пространства республики облагородят в текущем году по программе формирования комфортной городской среды. На благоустройство всех объектов уйдет 923 миллиона рублей из источников республиканского и федерального уровня. Кроме того, на средства специального казначейского кредита в текущем году завершат работу над 3 общественными пространствами в Якутске: площадью Ленина, набережной озера Сайсары и набережной имени Романа Дмитриева. Традиционное январское совещание работников образования республики проходит в Якутске. Тема этого года созвучна названию стратегического указа главы Якутии о развитии единой системы образования республики. Более 400 педагогов, работников сферы образования, в том числе федеральных экспертов, рассматривают актуальные вопросы развития образования. Для педагогов-участников подготовили насыщенную программу. Работа ведется на 20 площадках. По итогам январского совещания будут выстроены траектории развития детей, создание возможностей повышения их благосостояния и будут намечены основные направления развития образования. Педагогическая общественность приезжает к нам и получает большую информацию для того, чтобы развивать свои векторы развития у себя в образовательных организациях, муниципалитетах. А также оно и берет у нас еще и для профессионального роста информацию. Сейчас век информации, когда ты владеешь информацией, ты владеешь миром. И поэтому, когда они информацию еще перерабатывают на свою образовательную организацию, муниципалитет, они обогащают таким образом свой профессиональный рост. В Арктическом государственном агротехнологическом университете одной из учебных аудиторий официально присвоили имя заслуженного зоотехника Якутской АССР, кандидата сельскохозяйственных наук Петра Романова. В новой аудитории будут учиться будущие зоотехники и ветеринары. Петр Аполлонович Романов был страстным пропагандистом якутского скота, борцом за его сохранение и разведение. Им опубликовано более 50 научных трудов. Его разработки по совершенствованию, нагулу и откорму крупного рогатого скота, использованию заменителей цельного молока при выращивании телят успешно применялись во многих хозяйствах республики. Романов совместно с Институтом генетики Академии наук стал инициатором комплексного исследования иммуногенетики и создания генофондного банка семени якутских быков. Наглядно видно, что мы установили стенды. Вкратце рассказ о реальном распространении якутского скота на территории Республики Саха-Якутия, также истории Петра Аполлоновича Романова и кратко о промерах, мастях якутского скота. Установили интерактивную доску по требованию современного образовательной системы, и студенты будут, наверное, обучаться по видеоматериалам, по отснятым. Вероника, ты что-то потеряла? Что-то ищешь? Да, я пытаюсь найти подсказки, ведь именно сегодня отмечают один из самых необычных неофициальных праздников – День случайных направлений. В этот день каждый человек может увидеть вокруг себя своеобразные подсказки, которые могут указать нужное направление для жизненного пути. И если присмотреться, то знаки приведут к чему-то хорошему. Вот пытаюсь найти, кстати, апельсин, наверное, это уже хорошо, да? Что-то яркое, замечательное. По-моему, я нашла, что есть что-то хорошее. Поэтому вам желаю тоже найти что-то позитивное вокруг себя. Ну а прямо сейчас расскажем о том, какой сегодня знаменательный день.
На календаре 26 января. Сегодня отмечают Международный день таможенника. По народному календарю Ермилов день. По приметам туманный круг около месяца в Ермилин день предвещает метель. Этот день в истории. 26 января 1525 года вышел первый печатный вариант карты Руси. Также в этот день – день основания Сиднея. В 1905 году в Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз Кулинан весом 3106 карат. В 1924 году, 26 января, Петроград переименован в Ленинград. В этот день родились Анна Монс, фаворитка Петра I, Александр Витберг, русский художник и архитектор шведского происхождения. Также в этот день родился Петр Алексеев, один из первых рабочих революционеров, отбывших ссылку в Якутии. Акио Морита, японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony. Именины в этот день отмечают Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков. Ну, сегодня очередной интересный день, много событий. Ну, а прямо сейчас вот мы хотим поговорить о животных. Мне кажется, вот, знаешь, сюжеты с животными, да, фотографии животных, они непременно приносят что-то позитивное в жизнь. Посмотрел картинки с котиками, и стало легче. Абсолютно с тобой согласен, действительно. Ну, вообще, можно сказать, что если говорить уж о котиках, то это прямо такой антистресс. Это, мне кажется, на первом месте, наверное, находится именно ну, вот здесь фотографии питерские с коты, котят. это что-то вот, помнишь, эти рисунки, не могу сейчас прям назвать, получается, кто и занимается, помнишь, такие тренд был на украшения с питерскими котами, на платки с питерскими котами. Ну, конечно, больше женская тема, но, тем не менее, запоминающиеся. Они такие немножко толстенькие, цветные, яркие, и вот тоже вызывает... Да, но есть еще, конечно, грустные моменты, когда вот последний момент с котиком Твиксом, Ну, которого да. высадили с поезда, да. Но мы не будем сегодня о грустном, Видимо, просто она не любит животных, мне показалось. Ну, тут неизвестно, да, непонятно. То есть она подумала, что это чей-то кот именно с этого населенного пункта, и она его высадила, думала, что хозяева ее найдут. Ну, да, действительно, немножко грустная история, но мы сейчас перейдем в Антарктиду, перенесемся. Там ученые заметили рядом с научной станцией редчайшего белого пингвина Генту. Исследователи обнаружили и засняли эту необычную особь возле базы Гонсалес Видела в начале января. У этого вида обычно красновато-оранжевые клювы и черные головы с белыми пятнами вокруг глаз, что является результатом генетической мутации, известной как лейкизм. Хотя пигментация присутствует, она неравномерна в случае замеченной особи, рассказал ветеринар доктор Диего Пиналоса, добавив, что подобная мутация бывает и у других видов, включая жирафов, аллигаторов, китов и бизонов. В отличие от альбинизма, который вызван отсутствием меланина, лейкизм не влияет на пигмент в радужке глаз. Эта мутация не представляет опасности сама по себе, но может усложнить животному жизнь. Поскольку животное имеет преимущественно белый окрас, хищнику может быть легче поймать его, отметил Паналоса. По данным австралийской антарктической программы, пингвины Генту занимают 3-е место по размеру среди и ныне живущих видов пингвинов. При этом Генту один из самых редких антарктических пингвинов. Они также известны выдающимся хвостом, которые виляют при ходьбе. Ну, по-моему, как раз вот помнишь, все эти кадры взяты именно с этой особи, потому что, насколько помню, что в мультфильмах, что в смешных видео пингвины именно виляют хвостом. Да. Ну, вообще, у них и походка достаточно интересная. Вот. Но если перебраться в страны, где чуть-чуть потеплее, то, вот, например, популяция амурских тигров растет в Китае. Четверть века назад на весь огромный Китай насчитали чуть больше дюжины диких сибирских или маньчжурских тигров, как называют хозяина тайги в соседней стране. Благодаря усилиям властей двух дружественных государств тигры сейчас хоть и считаются редким видом, занесенным в Красную книгу, но на грани вымирания не находятся. Более того, хищники постепенно занимают исторический ареал, то есть возвращаются в те места, где когда-то обитали, но потом были истреблены. Между
Между Россией и Китаем действует трансграничный экологический коридор, камеры которого регулярно фиксируют активность. Следы тигра были обнаружены лесничими во время патрулирования в одном из лесных массивов провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Позже специалисты проверили видеозаписи с камер в этом районе и увидели животное. Это уже 5-й взрослый тигр, замеченный за последние годы в этих местах, что свидетельствует о богатом разнообразии и эффективно восстановленной экологической обстановке. Напомним, Россия занимает 2-е место по популяции диких тигров в мире. На 1-м месте Индия, на 3-м месте Индонезия, на 4-м Непал. А 5-ку лидеров замыкает Таиланд. Также здесь хочется отметить, что по инициативе главы государства Владимира Путина создан специальный фонд по охране амурских тигров. Главная цель нового фонда – сохранение и увеличение популяции амурского тигра на его территории. Он создан в рамках обязательств, принятых на себя Россией по итогам 1-го международного саммита по вопросам сохранения тигра на земле. Он состоялся в 2010 году в Санкт-Петербурге по инициативе Москвы. По его итогам 13 стран, где обитает тигр, поставили цель за 12 лет удвоить число этих животных тигров в дикой природе и призвали 29 июля отмечать по всему миру Международный день тигра. Так что теперь вы знаете, что 29 июля можно, что-то хорошее, доброе сделать для животных, в том числе, наверное, поучаствовать в фондах, которые занимаются восстановлением популяции тигров на территории России. Да, это как минимум. Но вообще надо отметить, что вот буквально недавно, на днях, попалось в ленте видео с амурским тигром, которого запускают в клетку к бенгальским тиграм. Это просто для интереса, да, видимо, сделали? Нет, видимо, зоопарк какой-то, то есть амурский тигр где-то в 1,5 раза больше них, и они все сразу чуть ли не на колени упали, то есть все испугались и разбежались, признав, что да, эта особь самая крупная, самая значимая и самая сильная. Тигр, с ним шутки плохи. Но давайте перейдем, наверное, к птичкам, да? У нас сегодня прям пингвины, тигры, птички, настоящий такой телевизионный зоопарк. Да, абсолютно верно. Да, у нас в столице региона юные волонтеры общественного всероссийского молодежного движения «Движение первых» приняли участие в акции «Птички и дети», в рамках которого вместе со взрослыми они покормили пернатых, очистили от снега место корма птиц, установили новые скворечники. Также узнали много нового о птицах, которые зимуют у нас в столице и в регионе от ведущих орнитологов Якутии. Потрясающие, конечно, традиции, мне кажется, потому что у нас очень суровый климат, и сейчас весной особенно нужно уделить внимание нашим птицам, которые тяжело перезимовали, и приучать детей к тому, что нужно заботиться о братьях наших меньших, это здорово. Мы подкармливаем птичек, а сюда в наши кормушки прилетают 7-8 видов разных птичек. В основном это воробьи, синицы, снегири, чечетка. Прилетает также и свиристель. Мы их подкармливаем подсолнечником, арахисом. Они должны быть не солеными, не жареными, а естественно натуральными. И это надо делать каждый день, потому что зимой очень холодно, и птицам нужна большая энергия, чтобы выжить. Из-за этого и в выходные, и в сильные морозы надо переходить и подкармливать их. Сегодня мы будем для птичек чистить кормушки и насыпать туда корм, ведь птичкам есть все подряд нельзя. Сегодня получился очень интересный день. Мы помогли птичкам и покормили их. Надеюсь, после нашей проделанной работы им станет жить легче. Замечательно, молодцы ребятишки. Но, кстати, о птичках, да, меня удивляет больше всего, если, я думаю, жители Якутска знают, на перекрестке Лермонтова Петра Алексеева около магазина «Кумир» круглогодично живут голуби. То есть минус 50, их еще подкармливают, видимо, из магазина или что, прям раскидывают зерно, и там куча голубей. То есть это очень непривычно. Там, по-моему, можно даже съемку какую-то делать, такую постановочную, ты и голуби. Надо, кстати, воспользоваться таким примером. На самом деле, у нас во дворе, тоже двор на Курашова, получается, он довольно закрытый и большой. Почти у каждого подъезда организовали кормушки. Притом некоторые достаточно большие, прям как для белок. И у нас тоже под крышей живут голуби.
О, Круглый отлично. год. Вот. Ну, а я думаю, что многие жители Центральной России даже не могут подумать, что у нас голуби живут, выживают в такие зимние условия. Ну, кстати, скоро весна, да, будет оттепель, и нас ожидает большее количество солнца, конечно, таяние снега. И здесь есть такая небольшая опасность для владельцев домашних животных, которые выгуливают своих, ну, например, собак. Да. И я думаю, следующая информация будет для вас очень полезна, как отучить своего питомца поднимать еду с земли. Давайте посмотрим. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня со мной немецкая овчарка по кличке Кода. И поговорим на такую животрепещущую тему, как отказ от лакомства с земли. То есть, чтобы собачка у вас не подбирала ничего с земли. Сейчас это очень актуально. Вы, как ответственные владельцы, должны научить сначала собаку дома не подбирать с пола ничего, а потом уже переносите свой навык на улицу. Научить можно двумя методами. Я предпочитаю первоначально с мягкого метода, то есть чтобы собака сама концентрировала на вас внимание, но на улице это не всегда работает. Порой вы не можете просто увидать кусочек, или собака не может отойти от этого кусочка, тогда и механический метод мы тоже используем. Начнем объяснение вам, как объяснить собаке, что не обращай на кусочек на полу, а обрати внимание на меня. Смотрите, что я делаю. Я разбрасываю кусочки на пол. Естественно, собака хочет, очень хочет. Я не дергаю, ничего не делаю, я просто стою. Просто стою и жду, пока он обратит на меня внимание. Вот он очень-очень-очень хочет кусочек. Но взять ему я не даю. Да! Нет, там нет. Главное, вовремя похвала. Да, да, супер! Вовремя похвала должна быть. Кода это делает вообще первый раз. То есть он хочет кусочек, он туда стремится, не понимает, что не так, и в какой-то момент он оборачивается на меня и говорит: мам, ну что такое? Я говорю: да, молодец. То есть обрати внимание на меня, у меня всегда вкусно, там всегда будет ай-яй-яй, будет плохо. То есть тут собака сама делает выбор. Хочу там, хочу, дотянуться не могу, оборачиваться на хозяина, говорит: ну в чем дело-то, почему не могу дотянуться? И в этот момент вы говорите: да, у меня еда, у меня вкусно, а там будет плохо. И вот так вот вы учите дома. Это сейчас он концентрирует внимание на лакомство на полу. И очень мало концентрирует внимание на мне. Он делает это упражнение вообще впервые в жизни. Но когда собака научена, она очень быстро видит кусочек, сразу разворачивается на вас. И вы хвалите здесь, возле себя. Ничего не позволяете поднимать с пола. Потом вы с этими же кусочками выходите на улицу и разбрасываете еду на улице. Куда? Встань-ка. Вот. Разбрасывайте еду на улице. Но на улице не всегда собака может отвлечься, особенно собака, которая нюхач и прям очень-очень желает лакомства. Самое эффективное – это одеть глухой намордник, который будет прям перекрыт. Пластиковые намордники, такие, у которых прям нос закрыт. И собака ничего не может не слезать, не подобрать. Это самое эффективное. Механический метод. Вы проходите мимо лакомства, собака тянет туда, вы делаете рывочек, говорите «нет». И как только собака обращает на вас внимание, вы даете кусочек. Нет. Супер! Молодец. Это труд, это терпение, должно время у вас быть. С первого раза не научится собака вот эту. Но если это делать постоянно, в голове вашей собаки будет: возле мамы хорошо, или возле папы, возле хозяина, а где-то там плохо. И до тех, до кого не доходит, что там будет плохо, значит, должно быть плохо, должен быть жесткий рывок. С командой «нет», либо с командой «фу», кто что произносит. Вот. Вот собачка сконцентрировала внимание на мне. Говорит: я с тобой, меня там ничего не интересует. За что она награждается? Говорю: да, молодец. Кода? Ай, супер пес. Молодец. Ну, а на сегодня у нас все. И до следующей встречи в эфире. Кода? Рядом. Очень полезная информация. Да, я прям посмотрела с удовольствием, потому что нам тоже скоро предстоит, ну, мы и так гуляем на улице, ну, вот предстоит уже, конечно, оттепель, и будем гулять на большие территории, надо быть внимательным. Ну и в целом надо отметить, что, я думаю, те, кто заводит питомцев, да, и кто их выгуливает, обязательно утро тоже у них начинается не просто с кофе или завтрака, да, еще и добавляется к этому прогулка. Нет, ну надо сказать, что вот когда ты иногда выглядываешь на улицу, ты в основном, особенно в суровые морозы, ты видишь, что там
там бегают чуть-чуть люди, совсем немножко, и строго в определенное время идут собачники. То есть Да. рано утром и поздно Точно. вечером. Мы же вот на утро Якутии просыпаемся достаточно рано. Я вот буквально где-то в районе 5:30, допустим, 6 часов все время вижу дама, которая выгуливает тоже немецкую овчарку. Но я о чем говорю, они примерно у всех собак одно и Да, то же вот расписание, и можно увидеть людей, заводчиков, которые их держат в одно и то же время. То есть мы, кто гуляем, обычно встречаемся, уже даже здороваемся, и примерно уточняем, вы в какое время будете гулять? Мы в такое. Ой, мы подойдем с вами погуляем, кто общается. Поэтому всем доброго утра, кто держит таких прекрасных животных, как собаки. Вам тоже особенно бодрого утра. Вы, думаю, уже к нам присоединились после прогулки. Ну, а сейчас мы поговорим о завтраке. Да, вот у нас тоже сегодня здесь замечательные панкейки. Это шоколадный... Да, это шоколадный мусс, получается, да. Мы как раз к фруктам его сделали, ну, достаточно должно быть вкусно. Да, вот я думаю, видно нашим телезрителям. Но сейчас мы тоже позавтракаем, да, за кадром. Ну, а в свою очередь нашим дорогим телезрителям представим, как приготовить полезный завтрак, да. В этот раз мы поговорим о овсяном блине. Да, очень интересно. Давайте посмотрим. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Исмаил, я являюсь шеф-поваром гастробара «Бездельники». И сегодня будем готовить с вами вкусный полезный завтрак. Для этого нам потребуются яйца, овсянка, помидоры, обезжиренный сыр и оливковое масло. Для начала мы возьмем с вами мисочку, разобьем пару яиц, тщательно взбьем это все. Затем мы добавим 50 грамм овсянки. Также мы тщательно взбьем, чтобы у нас превратилась эта однородная масса. Тщательно мы взбиваем нашу массу, добавляем немножко перец, затем соль. Итак, друзья, вот мы превратили нашу овсянку с яйцами в однородную массу. Хочу сказать, что овсянка очень полезна, зарядит вас на целый день, богата витаминами. Так, далее мы будем сейчас перелаживать это все на нашу сковородочку разогретую и затем делать блинчик. А также, друзья, хочу вам порекомендовать, можете добавить по желанию обезжиренное молоко, чтобы наш блинчик был помягче. В этом случае наш блинчик будет мягким и вкусным. Итак, пока наш блинчик отдыхает, мы подготовим начиночку для нашего блинчика, чтобы мы потом в дальнейшем сложили это все в наш конвертик. Нарезаем тонкими кругляшками наш помидор. Затем мы возьмем наш обезжиренный сыр, он очень тоже полезен. Затем сверху мы добавляем наш сыр и переворачиваем наш блинчик. Аккуратненько. Мы перевернем в обратную сторону, чтобы прям сыр прям хорошенько у нас подтаял. Буквально пару минуточку. И наш завтрак полезный будет готов. Итак, наш завтрак готов. Овсяный блин с помидорами и обезжиренным сыром. Аккуратненько мы перелаживаем это все в тарелочку. Итак, чтобы наш блинчик не был скучным, я добавлю сюда свой авторский соус 1000 островов из запеченных овощей, обезжиренной сметаной и томатным соусом. Завтрак будет очень идеальный. Всем хорошего дня и приятного аппетита! Спасибо Исмаилу, очень вкусный, Очень полезный аппетитно завтрак. И выглядит. причем не такой прямо постный, да, такой
там Ну, сыр. так по-мужски, мне кажется, Да, по-мужски такой. Вот больше. я бы съел такой. Но еще бы хотелось бы узнать рецепт авторского соуса «1000 островов». Ну, я так думаю, что это не так просто готовится, поэтому это уже он себя добавил. В следующий раз уточним. Абсолютно верно. Хотя бы список ингредиентов. Слушай, ну вот сейчас, наверное, для всех актуальная тема, что, получается, у нас пропал интернет. Многие... С перебоями работает. Ну, я хочу отметить, что мне многие написали, что для них это позитивно в плане того, что дети вылезли из гаджетов. Они теперь общаются вечером с семьей, рассказывают последние новости, им скучно, вот они делятся, и прям активность появилась в семье, то есть вечера проводят все вместе. Слушай, действительно, ну нет худа без добра. Если такие позитивные моменты, то это неплохо даже, да? Хотя Да, бы- можно организовать новые традиции. Да. Вот, например, посетить музей, да? Ну, кстати, да, хорошая Прям. традиция. Многие ходят прям семьями, ну, мне кажется, это здорово. Да, и мы, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию нашу постоянную рубрику, которая называется «Музейный гид». Вот, стройте планы на выходные. Дорогие друзья, желаете увидеть солнце среди зимы, увидеть старый Тифлис или ощутить праздник? Приходите в Национальный художественный музей на выставку «Ода жизни» художника мирового масштаба Зураба Константиновича Церетели. Не упустите эту уникальную возможность посмотреть основу основ мастера – рисунок. Чтобы понять мастера, мало смотреть его только такие значимые, известные, монументальные работы. Именно в этих небольших, но очень ярких графических листах живет его душа. Его четкая, выверенная романтическая линия, она слагает оду о любви Грузии к предкам, к традициям. Это ода о любви мужчины и женщины. Вообще трудно определить направление, в каком пишет мастер. У него свой художественный язык, очень яркий, сочный. И это его религия, это его исповедь. На выставке представлено 68 графических листов. В каждом из них предстает образ, когда-то увиденный художником. Это простые люди, дворники, торговцы, музыканты. Он их пишет нарочито крупными, они утрированы, эти формы такие грубые, может быть, искривленные. Это натруженные руки, очень крупные, крупные стопы. И мы видим этого скрипача с такими большими крестьянскими руками, но обратите внимание на его лицо. Оно одухотворенное, артистичное. И художник пишет эти образы очень крупно, он, конечно, утрирует. И этот человек маленький для мироздания, для космоса, но для кого-то этот человек является и космосом, и центром мироздания. В 2007 году по инициативе посла доброй воли Зураба Константиновича Церетели дата 250-летия создания Российской академии художеств была внесена, эта дата, в летопись памятных дат ЮНЕСКО, который отмечается всем человечеством. Искусство Зураба Церетели, оно живо, оно яркое. После просмотра его листов, картин, хочется созидать, творить, верить, жить. И рожденный в обласканной солнцем Грузии, он до сих пор творит и ищет вот этот свет солнца и воплощает его в своих работах. Склоняю голову перед тобою, мастер, и свой восторг доверю я словам.
когда ты снова у мольберта счастлив, твоя любовь передается нам. А дом по крышу полнится цветами, мы пьем их аромат, как пьют вино. И снова я перед искусством замер, которому бессмертие суждено. Якутские коллективы очень успешно выступили в Поднебесной, и одним из ярких коллективов был танцевальный балет акробатического направления «Ника» из города Нерингри. На фестивале нерюнгринцы выступали в номинации «Эстрадный танец». Все номера наших ребят, а их было 4, поразили судей своим высоким мастерством, сложными акробатическими элементами и красотой исполнения, за что коллектив удостоился высшей награды конкурса «Гран-при». Собирались тренировки прямо в отеле, репетировали. Вот. Ну, на самом деле мы очень боялись выступать, но у нас все получилось. Классический танец и различные направления современной хореографии, акробатическая и гимнастическая подготовка юных танцоров, элементы пластической акробатики – это все про Нику. Танцевальный балет акробатического направления «Ника» в Нерингри существует с 2010 года. С начала основания бессменным художественным руководителем и хореографом «Ники» является Ирина Русакова. У нас как спорт, конечно. У нас тяжело заниматься, трудно заниматься. То есть если где-то там просто делают какие-то танцевальные композиции и все, а мы здесь все это отрабатываем, нарабатываем, то есть учим хореографию, учим гимнастику, учим акробатику. Набор в коллектив, в котором сегодня занимается более 50 человек, ведется с 6-летнего возраста. Дети занимаются в разновозрастных группах. Я пришла сюда в мае 2023 года. Мне больше всего тут нравятся танцы. Они очень красивые. Поступившие в коллектив ребята проходят 7-летнее обучение по программе «Грация и пластика». Затем выпускникам программы предлагается следующий этап, где они учатся быть хореографами и делать постановки. В Нике дети получают большую образовательную базу и увеличивают возможности для поступления в высшие учебные заведения данной направленности. Я могу пойти на мастера спорта. Мне могут поставить танец, который я покажу, и из-за этого я могу даже поступить на бюджетное, так как сделали многие старшие, которые уже выпустились из этого коллектива. На любых конкурсах члены жюри отмечают высокую танцевальную и акробатическую технику ребят из Ники, их яркие, необычные, эксцентричные номера, быстрый темп исполнения, большое количество кульбитов, поддержек и других технических приемов на сцене. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри. Ну, видно, что очень хороший коллектив, такой яркий, что прям всем участникам нравится танцевать, здорово. Здесь очень интересная молодежь с активной жизненной позицией, и здорово, что ее все больше вовлекают в различные общероссийские организации, которые объединяют и помогают реализовать себя. Одним из активно развивающих движений является движение первых. Это сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества. О том, как развивается движение в нашей алмазной столице, узнаем из следующего сюжета. Благодаря российскому движению детей и молодежи, движение первых, активисты Миринского района могут заявить о себе на федеральном уровне, побывать во всероссийских детских центрах и лагерях, получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Год назад в образовательных учреждениях Алмазного региона открыли 16 первичных отделений организации. Цель проекта – патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также внедрение познавательных программ. Все школьники Мирнинского района, номинально, это участники движения первых. Но чтобы стать официально участником движения первых, нужно заполнить, во-первых, зайти на сайт «Будь в движении.рф», там нажать кнопочку «Зарегистрироваться», и там уже, в принципе, весь этот процесс проходит. Сейчас активно разрабатывается приложение движения первых, и с помощью этого приложения будет намного легче зарегистрироваться и стать официально участником движения первых. В начале февраля мирнские активисты проведут форум первой медицинской помощи. Надо не смотреть это как на проблему. Завтра, 27 января, памятный день, когда вся страна вспоминает о снятии фашистской блокады Ленинграда советскими войсками. Он был установлен в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года о Днях воинской славы России и ранее назывался Днем снятия блокады города Ленинграда.
В 2014 году наименование было откорректировано, чтобы более полно отражать не только роль советских войск в освобождении города, но и заслугу жителей блокадного Ленинграда в его защите. И если наше поколение еще помнит и чтит эту дату, то что насчет современной молодежи? Смотрят ли они военные фильмы, читают ли книги, знают ли героев блокады? И какая работа ведется для того, чтобы помнили? Давайте поговорим об этом со специалистом движения первых Андреем Емельяновым. Он сегодня в нашей студии. Андрей Дмитриевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, какая, правда, работа ведется в этом направлении? Потому что у движения первых очень много различных интересных проектов. Ну, значит, мероприятие, посвященное именно этой теме, сейчас на данный момент по всей России уже они начались актуализироваться еще на прошлой неделе. И Республика Саха-Якутия, региональное отделение движения в Якутии также подключается к акциям. У нас очень большое количество мероприятий, вот как раз таки просмотр фильмов и акции, значит, по всем школам, по первичным отделениям. Ну, самое, наверное, актуальное — это вот как раз-таки просмотр фильмов, посвященные блокаде Ленинграда. И, значит, тематические уроки, классные часы. Да. Ну, очень интересно. А каким образом это реализуют у нас в регионе? Ну, например, буквально вчера в Среднеколымске прошло мероприятие в Краеведческом музее. Очень хорошее тематическое мероприятие. Провели специалисты первичного отделения. Они собрали детей и провели экскурсию, рассказали про события 1941-1944 годов. Дети из числа проекта «Хранители истории» подключились к этому мероприятию, и они также рассказывают о этом событии, о этой исторической дате в других школах. Ну, то есть, получается, именно дети, которые в том числе реализовали какие-то научные работы, да, на эту тематику? В том числе, да. Как вы считаете, вообще дети активно интересуются историей? Да, вот знаете, есть такая вот тенденция, да, что на сегодняшний момент историей начали увлекаться очень большое количество детей. И это очень радует на самом деле. Особенно интересен сейчас стал молодым людям 20 век, его период Советского Союза. И ну, приятно, когда узнаешь, что дети знают героев Советского Союза, когда знают каких-то политических деятелей. Это радует на самом деле. Я сам по образованию историк, поэтому мне очень это импонирует. Вот что касается такой достаточно очень серьезной темы, это блокада Ленинграда. Вот так ли нужно вот новому поколению, детям, да, вот знать о таких вот лишениях, о пайках? Достаточно такие, страшные события происходили. Да, знаете, это вопрос интересный, но мне кажется, что именно прочувствовав, испытав буквально вот на себе, там, представляете, вот есть акция, да, называется «Блокадный хлеб». Это своими руками приготовить вот этот вот, из чего делался хлеб, да, из ингредиентов, которые были на тот момент актуальны. Это в ход шли и опилки даже, и какие-то, значит, части одежды могли идти. И приготовить вот этот вот хлеб — это одно, а потом это нужно еще поделить по тем пайкам, которые кормили детей. Да? 125 грамм — это на самом деле очень в день, такая очень маленькая пайка, которую можно было съесть на тот день. И прочувствовав, понять этот все момент, это было, на самом деле, это, я думаю, очень актуально, чтобы понять и ценить жизнь ту, в которой мы сейчас живем. Скажите, вообще, это, понятно, что это повышает гражданскую сознательность, сопоставив себя с теми детьми, которые пережили блокаду, это все очень серьезно. Но ваша организация вообще же занимается воспитанием. Вот в каком направлении, какие проекты реализуются? Я немножко упомянул, есть у нас проект, называется «Хранители истории». Это дети от 6 до 17 лет,
которые занимаются хранением исторических памятников, исторических мест каких-то, которые прикреплены к школе. Они, значит, на этих местах они проводят исторические мероприятия классные, они проводят обязательно уборку на этих памятниках и несут, значит, караул, почетный караул. Да. Ну, то есть прям серьезно? Да, очень серьезно. Да. Они имеют свою символику, они носят свою форму. Самим детям этот проект у нас запустился еще в прошлом году, летом прошлого года. И он обрел очень хорошую популярность среди самих детей, между прочим. Они сами хотят. Потому что их объединяет, да, получается, да. Единая форма, единая цель, единые интересы. Да, совершенно верно. Ну, а как развивается патриотическое воспитание вот на этом фоне? Дети, вы знаете, я уже немножко тоже об этом сказал, что увлекаются историей, да, и само патриотическое воспитание, оно обретает такой очень хороший размах среди детей, и это же не только единственное мероприятие хранителей истории, у нас очень много других больших проектов и акций, которые проходят в течение года, и дети с удовольствием подключаются к этим мероприятиям. На самом деле это очень хорошо и отрадно, что очень большое количество детей не только себя актуализируют как спортсмены или научные деятели, да, но они еще и в купе вместе с этим они становятся патриотами, да, идентифицируют себя как патриоты. Это очень хорошо. Ну, сейчас у нас первый месяц года, уже практически скоро закончится. Вот впереди 11 месяцев. Вот, может, какие-то значимые акции, которые будут проходить, программы по вашему движению? Первая акция, нет, это не первая акция, у нас до Нового года стартовал проект, называется «Российский детский Дед Мороз». Это когда дети сами, нарядившись Деда Мороза, они поздравляют рабочих, детей и так далее. Ну, наверное, на сайте можно, да, получить? Можно на сайте эту всю информацию получить. Все актуальные события, акции у нас есть отражены. Спасибо большое, что пришли. Поддержим активно ваш проект и будем следить за новостями. Спасибо. Ну а сейчас, друзья, мы передаем слово нашим коллегам. Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Обязательная маркировка средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения будет введена в стране с октября этого года. В Минпромторге напомнили, что с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года проходит добровольный эксперимент по маркировке ветпрепаратов, в рамках которого производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействие с информационной системой маркировки. Владельцев гостевых домов могут обязать регистрироваться в реестре отелей, где они будут получать специальный идентификационный номер, который нужно будет указывать в рекламных объявлениях на любых площадках. Без него предоставление услуг будет считаться нарушением. Каждый регион установит для себя эту ответственность самостоятельно. Ко второму чтению законопроекта будут внесены поправки, подготовленные Минэкономразвития, в которых будут указаны полномочия правительства по утверждению порядка классификации гостевых домов и включения их в единый реестр гостиниц. Кроме того, регионы получат право контролировать информационные площадки, на которых будут размещаться объявления о предоставлении такого жилья. Всей семьей на родительское собрание. Под таким названием провели большое мероприятие для мам и отцов. В отличие от традиционного родительского собрания, они пришли вместе с детьми. Действительно, от воспитания в семье зависит судьба каждого человека. Поэтому на собрании обсуждают роль семьи в образовании и психологии и говорят об отношениях между родителем и ребенком. Такое родительское собрание проводят как часть январского совещания педагогов, поэтому среди участников есть представители районов. По их словам, основная сложность в воспитании подрастающего поколения – это зависимость детей от интернета. Поэтому нужно чаще разговаривать с ребенком и знать о его интересах. Информационные технологии, хотя и очень хорошо помогают, может быть, иногда
необходимо, но в развитии ребенка нужен предел их использования. Вот этот момент нам, родителями, очень волнует. Проблема занятости своих детей, вовлечение их в конструктивные игры, какие-то кружки, секции. Поэтому вся эта работа, конечно же, вокруг указа главы нашей республики по развитию единой системы образования, где отражается и работа с родителями и детьми. Московский государственный университет технологии и управления имени Разумовского предоставляет абитуриентам возможность получить грант ректора на обучение. Для этого выпускник должен принять участие в конкурсе «Казачество на службе Отечеству». Победители будут бесплатно обучаться на одном из 3 направлений первого в России казачьего бакалавриата – государственное и муниципальное управление, журналистика и педагогическое образование. Важно также не забывать о ЕГЭ. Участник конкурса должен сдавать те предметы, которые необходимы для поступления на выбранный им профиль. Чтобы претендовать на зачисление, конкурсант должен набрать минимальное количество баллов по каждому школьному экзамену. Состоялась пресс-конференция молодежного фестиваля «Мусустар». В этом году фестиваль будет проходить уже в 4-й раз, и на этот раз под лозунгом «Вместе победим» по 13 основным тематическим трекам. Заявки на участие подаются после отборочного муниципального этапа до 11 февраля. По итогам отборочного этапа будут определены победители в 2 номинациях – лучший молодежный район городской округ Якутии и лучший молодежный арктический район Якутии. Все эти мероприятия, конечно же, проводится с большой поддержкой нашего руководителя республики Арсения Сергеевича, ну и, конечно же, президента страны. Благодаря его поручениям у нас сейчас сфера молодежной политики, на эту сферу смотрят особенно пристально. Поэтому огромная благодарность всем нашим руководителям. И хочется, чтобы данная работа у нас продолжалась, и мы надеемся, что будет только все лучше и лучше. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. Ну, всем еще раз доброго утра и хорошего настроения. Надеюсь, что в пятницу оно у вас и так прекрасное, ну а мы сделали его чуточку лучше. Да, ну и, друзья, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии», где будут самые интересные сюжеты, новости. Отправляйте ваши новости на нашу электронную почту. Ну а по традиции мы пятничный эфир заканчиваем музыкальным клипом. До встречи! Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем. Сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним все тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с
наша